Шокирующие счета за отопление, протекающие крыши и вывоз мусора. В общественной приемной главы Коми прошла прямая линия с представителем Стройжилтехнадзора. Обсуждали нарушения прав потребителей в сфере ЖКХ. Тема, как и предполагалось, оказалась очень горячей. Звонков было много, в основном по начислению платежей за жилищные и коммунальные услуги и содержание общего имущества в многоквартирном доме, дворов, крыш, подъездов. Большинство обратившихся дали разъяснения по телефону. Там, где ситуация требует более пристального внимания, обещали ответить письменно. Первое, что должен сделать потребитель, если столкнулся с тем, что услуга предоставляется ненадлежащего качества, это обратиться в адрес исполнителя коммунальной услуги для того, чтобы исполнитель проверил, установил факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, составил акт, принял меры по устранению выявленных нарушений и сделал перерасчет за предоставленную коммунальную услугу ненадлежащего качества. То же самое относится, те же самые действия должен осуществить потребитель, если ненадлежащим образом оказываются услуги по содержанию и ремонту общего имущества. То есть, например, если течет кровля, если подъезд убирается не вовремя. Если управляющая либо ресурсоснабжающая организация не реагирует на обращение, на помощь придет Государственная жилищная инспекция. По заявлению ведомства проведет проверку и в случае реального нарушения примет меры административного воздействия. В прошлом году, несмотря на ограничения, надзорная работа службы не прекращалась. В адрес Стройжилтехнадзора поступило почти 12 тысяч обращений.